Добрый день, дорогие белорусы! Сегодня мы встретились с Еленой Живоглот, лидеркой инициативы «Честные люди», очень умной, образованной, воспитанной и просто невероятно красивой и позитивной девушкой. Итак, предлагаю вам выслушать ее историю, и мы начинаем. Поехали! Спасибо большое, что согласилась дать интервью. Я очень рада оказаться здесь у вас в офисе. Хочу сказать, что наша команда очень давно наблюдает за вашей инициативой. Вы делаете очень хороший продукт, но об этом мы поговорим позже, о ваших проектах. Сейчас я хочу, чтобы ты нашим белорусам больше рассказала о себе. Чем ты занималась до августа 2020 года и почему ты решила принять участие во всех этих событиях? До августа 2020 года я не была в политике, и я была в бизнесе. Не была в политике в значении ни в каких штабах, структурах, организациях. Да. Я была в коммерческом секторе, соприкасалась и помогала некоммерческому сектору. Я была директором агентства маркетинговых сервисов, затем маркетинговым директором сети кинотеатров в Беларуси. И, собственно, всю жизнь прожила в Минске. И в 2020 году я уехала из Беларуси. Уехала вслед за мужем в Россию, в Петербург. Интересно. Да, и я наблюдала... Какой это месяц был? Это был март месяц 2020 года. Собственно, я уехала, началась пандемия, я была там, наблюдала в онлайне за штабом Барика, Цыпкала, Тихановского, и вот было понятно, что что-то происходит хорошее, и все вот это движение начинает бурлеть, кипеть. Я смотрела в онлайне за всем, и когда открыли границу, я приехала в мае месяце в Беларусь, и это, конечно, был просто другой Минск. Это было ощущение, атмосфера витала в воздухе, просто вот такая надежда, мобилизация, если можно так говорить. Стало понятно, что очень много белорусов верят в перемены и что они могут на что-то повлиять. И я, конечно, была одной из таких белорусов-белорусок. В июне появились «Честные люди». Я не от первого дня, я пришла, наверное, на второй неделе в «Честные люди». Почему пришла? Меня позвали, на самом деле, мои друзья, кто знал, что я хороша в менеджменте, в управлении. То есть ты можешь помочь развить инициативу? Да. «Честные люди» на тот момент уже вели первую кампанию по вовлечению граждан в члены избирательной комиссии. Вот. И, собственно, я присоединилась. А скажи, пожалуйста, а в чем вот вообще идея «Честных людей»? В чем идея этого проекта и чем он полезен белорусам? Значит, «Честные люди» до августа 2020 года, я бы сказала, имели такую очень конкретную, конечную цель и результат. Мы хотели провести прозрачные выборы. Что делали «Честные люди» в период президентских выборов в 2020 году? Нам было важно вовлечь граждан в вопросы права и избирательного кодекса. Я думаю, что мы в этом смысле сделали такую революцию, скажем, потому что это было максимальное количество людей, кто попробовал стать членом избирательной комиссии, потому что многие просто не знали о том, как это, что это может. Да, очень многие даже просто не знают, что есть избирательный кодекс. Это раз. Второе, как процедурно это обстоит, то есть мы давали людям памятки и строили коммуникацию публичную для того, чтобы люди понимали, зачем это. А вы партнерились с кем-нибудь? Например, вот околополитическое движение «Рух за свободу», либо еще кто-то? Были ли у вас партнеры на этом этапе? Однозначно, во-первых, нужно сказать, что на тот момент это была не организация «Честные люди», это было движение, и совершенно заслуженно, не преувеличивая размаха, было много белорусов, кто ассоциирует себя и называет себя сообществом «Честные люди», поэтому тут нет, наверное, такого жесткого регламентированного, потому что партнер организация стала такая-такая. Мы много работали с правом выбора вместе. Я боюсь сейчас обидеть и не перечислять тех, кто присоединялся. В кампанию к президентским выборам вовлекалось много организаций, много политиков, много НГО. И да, мы были открыты к сотрудничеству со всеми. У нас не было какой-то ангажированности или приверженности конкретно политическому какому-то штабу. И потом, когда было трио, Грации, трио женщин, собственно,
наверное, можно сказать, что мы были вокруг как-то, да, организовывали... Вокруг триумвирата. Да, организовывали граждан. Уже после августа 2020 года, по сути, мы говорили о том, что критично важным признание Лукашенко нелегитимным, потому что у нас был отчет на руках. До выборов мы говорили лишь о прозрачности, вовлечении граждан, о гражданском долге, избирательном кодексе и прозрачности проведения честных выборов. Вот. И в этом была задача, то есть мы не нейтралитет, я бы сказала, даже такой держали. Мы первого дня чтобы говорили... не пострадать, да. И чтобы быть максимально эффективными. Да, ну и там была задача как бы восстановить справедливость, наверное, в Давай процессе. более подробно остановимся на тебе. То есть ты стала вначале, скажем так, менеджером инициативы? Или я путаю? Нет, я пришла на позицию руководителя, наверное, отдела коммуникации, продакшн отдела, то есть то, что выходило в паблик от честных людей, это видео, посты, соцсети, все вот это публичная коммуникация. Администрирование внешних контактов было на тебе? Контактов не могу, контактами кого мы называем? Как входят волонтеры в движение? Волонтеры, белорусы, которые потребляли контент информационный, Нет, либо те люди, которые хотели с вами взаимодействовать? Нет, здесь не так. Я отвечала за разработку коммуникационного продукта. Например, мы разрабатываем этот флешмоб «Белые ленты», как его продвигать, вы надеваете там 3 ленты, 2. То, как честные люди, как сообщество, мы же не давали лица даже в паблик, то есть мы же не выходили никто с лицами. Люди не должны были было пострадать. единственное интервью, где мы показали несколько людей, честных людей. Вот. И я отвечала за то, как звучит коммуникация честных людей в паблике. То есть там история с созданием роликов «Приходите на участок во столько-то». Вы занимались агитационной работой. Да. Скажи мне, пожалуйста, то есть, твоя роль сообщества понятна. Почему и как ты была вынуждена покинуть Беларусь? Вот это личная история. Поделись, пожалуйста. Тут, наверное, все очень просто сейчас вообще очевидным кажется. На тот момент было не так очевидно. Мне казалось, что мы совсем не романтики, такие прагматики, предвидим наперед. Честные люди работали проактивно, да, то есть появилось много инициатив после выборов. Мы начинали в начале лета, и такими, скажем, первыми, наверное, были, кто вынужден был выехать. Мы готовили наблюдателей. Понимаем, что это 10 тысяч белорусов, которых мы подготовили по всей республике, по всей стране. Сейчас поясню, почему я про это рассказываю. Готовили членов избирательной комиссии. То есть это большое количество белорусов, кто называет себя честными людьми, абсолютно заслуженно это сообщество, это движение. Я сейчас буду говорить скорее о бэк-офисе, да, о кор-команде организаторов, скажем, да. То есть мы не были тогда организацией зарегистрированы, тем не менее. Вот. И в конце июля мы понимаем, что мы планируем выдавать отчет по выборам, сейчас мы уже понимаем, отчет о фальсификации, вместе с «Голосом» платформой и «Зубром» платформой. Да. Мы организовываем работу таким образом, чтобы ребята отвечают за техническую часть и туда присылают информацию. Все мы знаем, наверное, можно не пересказывать, да? Мы организовываем работу людей на местах, наблюдателей. Вы их координируете, кооперируете, да. Помогаете на необходимых этапах. «Голос» начинает набирать обороты, 1000 наблюдателей входят в движение, и мы понимаем, что мы будем в течение недели выборов работать плотно со своими координаторами на местах, на участках, я имею в виду, и публиковать данные реальные с участков, а затем отчет уже итоговый. Конечно. Мы решаем, что необходимо выехать из Беларуси в Киев, понятное дело, самое простое, частью команды из основного состава, кто отвечает за функциональности, чтобы сбой вещания и работа команды честных людей не остановилась. Ты выехала для того, чтобы продолжить свою работу. Все чтобы не пострадала работа, тот реальный кусок помощи белорусам, который помогал координироваться и доказывать, условно, правду. Да, это так. И в тот момент начинаются аресты. Задерживают наблюдателей на участках в первые дни голосования, мы помним. Арестовывают нашего сокомандника важного, он до сих пор в тюрьме находится. В общем, и мы выезжаем
в Киев, и через 4 августа, вот опять годовщины проходят, и мы выезжаем в Киев, и через, наверное, день либо два после нашего выезда по белорусскому телевидению выходят репортажи, показывают наши фотографии, их разыскивает. Аэропорт, то есть уже знак качества. Зачинщики протеста, там, переворота, бегут с корабля, и вот все это. В тот момент был первый звоночек, что, наверное, поступили правильно. Ну, ты знаешь, я не могу сказать, что тогда был вопрос, поступили правильно либо нет. Тогда не было осознания того, что на так долго мы выезжали. То есть, я говорю, у меня в рюкзаке было 2 пары носков, трусов, шорты, майка и платьишко. На 2 недели мы выезжали. Мы казалось, что мы так все продумали, что еще пройдут выборы, интернет включится, мы опубликуем и сможем вернуться. Ну, 2 варианта, да, либо случится прекрасное, и это будет победа, либо не случится, но мы сможем вернуться. Очень многие белорусы на тот момент отрицали невозможность установления демократии в стране, то есть победу триумвирата, и надеялись на скорейшие выборы. Когда, к сожалению, многие испытали это разочарование, когда во второй половине августа силовики начали применять нечеловеческие пытки в отношении наших белорусов, физическое, эмоциональное насилие, когда вы осознали, и ты в частности, что не сможешь вернуться в Беларусь, когда вы оказались с офисом, и ты конкретно здесь, вот, в Польше? У нас был долгий путь. Мы оказались в Киеве. Это был шаг 1. Мы были в общем доме, это было много людей, потом дальше еще доезжают. Зато не вот скучно. Да. Все это так происходит. Мы считаем эти фальсификации, готовим этот отчет, публикуем данные с участков. Интернет сбоит. Вот как-то там мы собираем всю эту информацию. Потом случаются выборы. Мы понимаем, что дальше 3 дня непонятно вообще что. Дальше начинается история, создается там координационный совет, ты помнишь, что были вот эти насыщенные дни. Мы уже выходим на связь с Минском, понимаем, что там происходит. Светлана выезжает в этот момент, Вероника исчезает, Маша остается в Беларуси. То есть это все за параллельные процессы. Конечно. Мы находимся с гражданским обществом и с подсчетом голосов и фальсификаций в Киеве. И в Киеве в тот момент начинает появляться одна инициатива за другой, за 3, за 4 и 5. Которые оказывали помощь белорусам. Да, с разных сторон, да, кто с кем начинает работать. То есть это же бум просто активности, как-то структурирование такого в Киеве. И дальше ребята, Лихачевский Ярослав говорит о том, что давайте поедем в Вильнюс. Тогда вот Светлана исчезла, как-то, да, было на пару дней, помнишь, там вывозят ее, и становится понятно, что Светлана Тихановская в Вильнюсе, и вот туда стекаются организации гражданского общества, там, политики, и будет штаб... Так, политические активисты. Да, и будет штаб в Вильнюсе. Мы пробыли в Киеве, ну, получается, месяц, даже больше. В сентябре мы вот так вот частями командой честных людей из Киева переезжаем в Вильнюс. На тот момент было понятно, что все это независимые организации, да, каждый своими мини-командами. Ну, был запрос на то, чтобы посмотреть в глаза друг другу, договориться о том, какая стратегия будет, что мы сейчас делаем, потому что, объективно говоря, никто не имел плана, что будет происходить дальше. Что делать дальше? И честные люди, наверное, такое, ну, второе принципиально важное решение, принятое, когда прошли выборы, и мы подготовили отчет о фальсификациях. Вот мы понимали, что дальше начинаются, ну, гастроли в хорошем смысле. На основании этого отчета признать Лукашенко нелегитимным, и все его правительство нелегитимным. Что делать дальше? Это было решение команды оставаться вот в этой борьбе и в этом строительстве гражданского общества. Либо миссия исполнена, да, и мы можем вернуться к своим жизням. В Беларуси, не в Беларуси, дальше начинается дискуссионный вопрос, потому что не было понятно, что тогда заведены уголовные дела, не заведены, можно посидеть тихо, подождать, знаешь, там 2 месяца и вернуться. И мы решили, что мы продолжаем. И так стало, наверное, ну, вот этот этап к структуризации. Мы регистрируем НГО в Литве и
понимаем, что мы будем работать с гражданским обществом, и миссия наша звучит как «Строим гражданское общество, политически активных граждан Беларуси». Мы направлены на работу внутрь страны, внутрь Беларуси. Через что, тут уже можно поговорить детальнее, там, какие проекты мы делаем. И в Вильнюсе мы находимся, офис Светланы Тихановской. Мы тогда инициируем, на самом деле, тоже такой важный, я думаю, момент. Честные люди инициируют такую стратсессию, либо открытый стол для всех, всех, не всех, понятно, что многих всех невозможно, да, новых инициатив и организаций, политиков, для того, чтобы согласовать стратегию, что мы делаем дальше. Да, у нас был открытый запрос, у кого-то есть этот план, что мы делаем, как мы организуемся, как мы договариваемся. Когда состоялась эта встреча? И это особенно интересный и хороший вопрос. Значит, мы ставим, потом у нас сокомандник заболевает ковидом, мы все смещаем. И по итогу Павел Латушко приезжает в Вильнюс тогда. И мы собираемся и в день, либо, наверное, за день до вот этой нашей встречи большой, мы читаем объявленный народный ультиматум. И это, конечно, сильно поменяло повестку встречи, инициатив, организаций, которую мы планировали, потому что, по сути, встреча превратилась в то, что мы думаем, что делать дальше. Сейчас, наверное, это уже никакая не конфликтная территория, тогда было много пересудов. Это было неожиданностью для меня, в частности, и для честных людей. Вот эта кампания, которая должна была быть не кампанией, а по итогу забастовкой, ультиматумом. Люди бастуют, республиканская забастовка. Если нет, то что? Это был мой главный вопрос. Кому, как мы будем потом реализовывать и отвечать за этот ультиматум. И вот тогда я познакомилась с Павлом Павловичем Латушко, и на той встрече поднимается вопрос о создании структуры. Мы как-то делили территории, да, там честные люди работают с госслужащими, мы студентов на себя брали, была такая логика, да, кто-то работает с... Конечно, каждый свой определенный с медиками, вот все эти инициативы, организации зарождаются, и тогда решение о том, что нужна структура для переходного периода, как альтернативное правительство, на вот этой встрече поднимается вопрос, Народное антикризисное управление, уже забегая вперед. Вот. Эта встреча прошла, мы начали работать, и я активно работала по кампании забастовки, организации разных социальных групп. Различные слои населения объединились между собой. Да. Но я бы хотела вернуться все-таки к тебе. Лена, конечно, очень хорошо, что ты так подробно рассказываешь об этом периоде, но я бы хотела больше сконцентрироваться на тебе. Я про людей и про организацию, не про себя. Где ты брала силы для своей мотивации? Что тебя мотивировало делать что-то на благо гражданского общества нашей Беларуси? Понятно, что когда одно дело мы жили надеждой до 9 августа, но потом многие белорусы просто не могли остановиться, чтобы не созидать, чтобы не бороться с диктатурой. Что тебе давало силы? Где ты их брала? Расскажи, пожалуйста. Наверное, формула остается такой же. Я недавно писала письмо Максу Знаку, и мои письма мало доходят, и как раз сформулировала список из 3 пунктов, что есть моя мотивация. И первое – это люди в Беларуси. У меня тоже родные, семья частично выехала, частично осталась в Беларуси. Все-таки ближнее окружение мотивирует больше, но в целом это позиция, наверное, если не я, то кто? Разнакомившись больше с демсилами. И это можно назвать ответственностью и осознанностью? Однозначно, да. Я считаю себя точно осознанным человеком. И хочу сказать, что это называется лидерство. Ты человек, который способен за собой повести людей. Возможно, не скромно, но да, я считаю, что так. И получаю такой фидбэк.
И вот первое, это да, если не я, то кто это про белорусов? Я точно понимаю, что мы сейчас не работаем на быстрые перемены. История не про то, что мы сейчас делаем переворот и революцию, абсолютно, но это история с развитием гражданского общества. Надо что-то делать, и понятно, что это не приносит быстрый результат, и это сложно, и эмоционально сложно, но тем не менее. Поэтому первый пункт я бы назвала, ну, вот эта вот история про какой-то мелкими шагами. Твоя ответственность инвестиция в будущую Беларусь. Ответственность перед людьми, которые остались в стране. Да. Еще что? Второе, я выделяю ребята, которые в тюрьме. Я понимаю, что, да, что будет вот этот момент, когда они выйдут, и я посмотрю им в глаза, и да, они спросят, что ты сделал. Что ты делал, пока они там сидели за нас всех, и как-то, ну, наверное, про чистую совесть в первую очередь в данном случае. Честные люди. Да. Это второе. И третье – это команда. Команда честных людей. На самом деле шире уже где-то, чем честных людей. Понятно, что я в НАУ была тоже. И эта история, наверное, о том, что вот я кого-то повела за собой, я имею ответственность перед ними, потому что они поставили все, поменяли свою жизнь, и да, чувствую ответственность за команду, за тем, чтобы оставаться с ними, за организацию. И если в 2020-2021 году это... Ну вот можно было, вначале проговорила инициатива, сейчас я уже не принимаю даже слово инициатива, потому что мне кажется, что инициатива это не про устойчивость. Вот в 2022 году я чувствую устойчивость, потому что это люди ценностно совпадающие и готовые что-то делать. Вот. Поэтому 3 пункта, наверное, это про белорусов, про команду и ребят, которые в тюрьме. Спасибо большое. Скажи, пожалуйста, пострадала ли лично ты как-нибудь от действия режима? Ну да, мне кажется, прям основательно пострадала. Тут, знаешь как, я, например, несколько осуждаю, когда риторика наших лидеров выходит на то, что как-то у меня вот уголовные дела, и это уже там, делает мне честь, либо, да, оправдывает. Я немного не так отношусь, у меня тоже уголовное дело, и оно появилось уже в 22 году. То есть у меня, там, я знаю, что на меня папочка была, но узнала я о том, что заведено уголовное дело уже в 22 году. Как я пострадала? Первое, я вынуждена выехала из Минска, из Белоруссии, вся жизнь осталась там. Понятно, уголовное дело, и я не могу вернуться. У меня родные, там, маму я вывезла, это тоже, ну, такой сложный момент и сложный шаг, и мне кажется, как-то осознание того, что это не быстро все, и мы не вот-вот вернемся. Ожидание. Да, к ней приходит, может быть, дольше, позже. И маму вывезла и не зря, потому что у нее тоже уголовка, и у сестры уголовка. И семья уголовников. Да, куда мир катится? Папа у меня в стране сейчас, и тут у меня есть волнение на этот счет, конечно. Я была замужем, и до сих пор даже есть замужем официально, и в последний раз я видела своего мужа 4 августа 2020 года, с тех пор. Я разлучена. Да, он россиянин, и здесь сейчас вообще много подтекстов и смыслов появляется, конечно, у такого... После начала войны. Да, после начала войны. Вот. Я не могу сказать, что я, там, если говорить про семейную жизнь, что я ставлю в вину режим, да, Лукашенко. Это... Наверное, можно смотреть философски на это. Ты захотела... Лакмусовая бумажка, может быть, да. А ты захотела включиться в процессы, и ты поставила на кон свою, условно, семью, и ты осознавала, что ты делаешь. Потому что многие белорусы, включенные в события августа 2020 года, они не осознавали, что они могут потерять. Слушай, ну это тоже в 2020 году, тогда казалось, что мы понимаем то, что я говорила, да, мы уезжаем летом 2020 года из Беларуси, и кажется, что на пару недель, и мы такие продуманные, а по факту ты понимаешь, что ты не понимала, что происходит. Осознавала ли я всегда, вот, что это на так долго, что прошло 2 года,
сколько пройдет. И я тоже делаю важную ремарку, когда я говорю о том, что мы не имеем быстрого результата, я готова к этому пути, потому что мы идем путь, никак не сказывается на интенсивности действий. То есть я по-прежнему верю, что от наших действий зависит результат. Конечно. И это, наверное, мотиватор сейчас. Но это одна из главных мотиваций, чтобы белорусы не должны сдаваться. Белорусы не должны приблизить этот момент, да. Осознавала или нет? Наверное, яркий ответ будет, что первый год, да даже больше получается, наверное, 1,5 года, около года, в общем. В Варшаве я сменила порядка 30-40 жилья за год. И это, мне кажется, показательно, насколько... Ты не могла найти свое жилье. Слушай, там, где тебя удовлетворили, эмоционально могла расслабиться. Первое состояние просто внутреннее, вот так мы как-то внутри уже называем однодневной командировки, потому что кажется, что вот-вот ты сейчас прилагаешь усилия, и вот-вот ты вернешься, и да, мы жили в таком состоянии. Казалось, что там вообще заключить договор. Когда пришло осознание, что мы не скоро вернемся домой? Да, всякий раз, отматывая назад, и в 2020 году казалось, что, ну да, как-то это все надолго. А в реальности я думаю, что вот когда жизнь как бы снялась с паузы, и появилось что-то вообще, какой-то зазор для подумать, кроме вот этого состояния борьбы, потому что оно именно таким и было. Я думаю, что это осень 2021 года только в действительности. Наверное, даже когда к нам еще ребята доезжали, и я помню, мы встречаем 21 год, на Новый год, и приезжает часть сокомандников в «Честные люди», в НАУ тогда пополнялась команда, и они снимают жилье на год. И я такими глазами широкими смотрю, то есть люди, выезжавшие в 2021 году уже, после, не вот в этом всем замесе, они гораздо, мне кажется, ну окей, не буду говорить про осознанно, но иначе выезд происходил. Они предполагали, что не могут задержаться, скажем так. И это был подготовленный выезд с документами, как-то решены вопросы. Ну, конечно, не с комплектом нижнего белья и зубной щеткой. Лена, расскажи, пожалуйста, более подробно, чем проекты сообщества «Честные люди» полезны белорусам. Что белорусы могут получить? Ну, надеюсь, единомышленников в первую очередь. Да? Мы не говорим про тех. Я много, на самом деле, акцента делаю на разделение ценностей тех, кто присоединяется к сообществу. Чем мы занимаемся? Миссия – строить политически активное гражданское общество. Ну и дальше, понятно, задачи, как мы реализуем эту миссию и цели. Во-первых, это организация людей в сообщество. Мы понимаем, что есть демократические силы и белорусы в целом, но мы работаем с отдельными социальными группами, в том числе, в частности. Это госслужащие, это белорусы, все про белорусов и все про внутри страны, на этом наш фокус. Здесь тоже мы получаем достаточно много фидбэка о том, что есть выехавшие из Беларуси, и можно их здесь подхватывать. У вас есть обратная связь с людьми? Да, однозначно. Конечно, в этом наш запрос, понимать, что по ту сторону есть живые люди, кому нужно то, что мы делаем. Итого, мы работаем с госслужащими, мы работаем со студентами, мы работаем с активистами, там, где есть запрос на взаимодействие, вот это координация. Да, и координацию. Проекты, которыми мы занимаемся, направлены на развитие гражданского общества. В этом наша миссия, цель – политически активные белорусы. Что мы делаем? Какие у вас сейчас есть проекты? Фокус сегодня у нас на антипропаганде, на борьбе с государственной пропагандой. И этот фокус мы взяли с началом войны. Мы работаем в логике по этому направлению, в логике. Есть наши люди, которые понимают происходящую роль Беларуси в этой войне, причинно-следственные связи между режимом Лукашенко и войной. И мы хотим, чтобы эти белорусы стали проводниками правдивой информации. Что мы делаем? Мы выпускаем материалы в помощь
активистам, членам сообщества «Честные люди», чтобы те, в свою очередь, общались со своими близкими. То есть такой, скажем так, телефон, сарафанное радио, передается информация активистам, а активисты уже среди своих контактов ее распределяют, противодействуя таким образом пропаганде. Да, вот мы выпускали фильм с Маливанычем, все знают, второй фильм вот-вот будет. «Юань» — это был наш фильм-эксперимент, когда первые 7 минут мы фейк выдавали, хитро переплетая правду и неправду, для того, чтобы потом пояснить на деле, как работает пропаганда. Много, скажем, такого академического, наверное, контента, который мы упаковываем простым языком, опровергая факты государственной пропаганды, показывая методологию, как работает пропаганда. Это очень хорошо. И здесь, так, наверное, самое правильное будет сказать, что первое – это создание смыслов или контента, который мы прорабатываем. Второе – дистрибуция и распространение. То есть мы понимаем, что в текущей ситуации, когда доступ к информации все сложнее и сложнее, да, для белорусов, вот мы этим занимаемся. Это направление информационный фронт, скажем так. Отлично, но я знаю еще об одном прекрасном проекте. И не одном. Хаб Перемен – это проект, где мы помогаем соединять людей, у которых есть идеи, может быть, только на стадии идеи, а может быть, уже проекты, и тех, кто готов помогать, волонтерить, скажем так, организовываем коллаборации, взаимодействия и сами даем менторскую поддержку. Вот, понимаем, что, ну, по крайней мере, моя позиция в том, что сегодня нет кризиса идей, сегодня есть кризис нереализации этих идей, потому что не хватает ресурсов, не хватает компетенций. И вот мы, имея уже опыт организации волонтерского движения и переросшие в организацию, считаем важным помогать другим. Безопасна ли для коммуникации между собой вот платформа? Ну, значит, сразу отрежу, что 100% никто не может давать гарантии. Конечно. Мы много инвестируем в моменты безопасности и обучаем. Хаб Перемен работает на платформе Discord, и плюс бот есть, и сайт, понятное дело. Мы много говорим о том, чтобы это было инкогнито общение. Мы проповедуем то, чтобы люди не называли своих имен. Кто-то называет, это их решение. Предупреждаем об этом. Можем ли мы гарантировать тот факт, что в рамках хаба Перемен нет точно товарища майора? Этого никто не может гарантировать. Что мы можем делать и делаем? Помогаем белорусам быть бдительными, соблюдать цифровую гигиену, соблюдать правила безопасности. Вот. Ну и пока у нас нету случаев как-то каких-то вскрытий и неприятных камин-аутов. Как ты думаешь, получив необходимые навыки, умения, компетенции, помогая запуску более мелких инициатив людей внутри страны, как ты думаешь, мы скоро вернемся домой? Вот такими вот темпами? Или могут какие-то еще внешние обстоятельства поменять? То есть, как ты думаешь, когда мы вернемся домой? Значит, мы с тобой, не знаю, про тебя, про себя, я смотрю так очень неоднозначно, потому что если даже, мы понимаем, прекрасная конституция принята, и у нас вот законы, проекты сейчас пачками печатаются, если даже Лукашенко завтра уйдет с поста, то у нас нет гарантии того, что как будет взаимодействие с Россией строиться, кто придет к власти, как перераспределиться. Поэтому, имея уголовные дела и находясь активно в борьбе вот так вот с лицом, момент возвращения не равно, когда Лукашенко скажет, что я сегодня не президент. Вот это, наверное, такое уже понимание того, что нет волшебной даты, когда типа оп, и все вышли на площадь, и вот на победу. И это, наверное, тоже важное осознание, что дальше начинается следующий этап и длительный процесс. Я очень рада, что вот многие белорусы до сих пор еще этого не осознают. Даже если Лукашенко потеряет власть, отдаст Богу душу, это не значит, что его система перестанет. Да, дальше начинается серия 2 и очень много работы. Скажи, пожалуйста, вот ты вообще можешь сказать какие-то слова поддержки белорусам, которые остались внутри страны? Дать какую-то надежду или наоборот свой посыл белорусам, которые остались внутри страны? Я призываю к осознанности для того, чтобы
не было переживаний или вот таких дискуссий мучительно больно, а зачем, а на что, а мы рассчитывали на быструю победу, а она не приходит. Важна, наверное, мотивация и понимание, для чего я это делаю. Вот. И я верю в то, что мы боремся не просто против Лукашенко как диктатора, мы боремся за свою свободную Беларусь. И верить важный момент, но второе – это действовать, потому что на одной вере не строится демократическое, независимое гражданское общество. Поэтому у меня формула из двух составляющих: верим и делаем что-то. Если не мы, то никто. Никому не делегируешь, к сожалению, эту работу, этот гражданский долг. Леночка, как ты думаешь, а люди в Беларуси утратили свой активизм или нет? Нет, я думаю, не утратили. Конечно, нет этой мобилизации 2020 года. Очевидно, что есть разочаровавшиеся, отключившиеся. И еще вот этот термин «гражданское общество» уничтожено, если не соглашаюсь категорически. То есть это невозможно, в принципе. То, что внешне не видно, и то, что много отваливающихся, не самое хорошее слово, но отсоединяющихся, потому что не были готовы к такой длительной борьбе, потому что не осознавали, потому что казалось, и, к сожалению, многие структуры провоцировали это ощущение: мы выйдем на марш и победим. Вот, к этому пути не были готовы. И да, я точно на стороне тех людей, которые считают, что это не статическая цифра, что сколько людей включились в борьбу, столько и осталось. Но нет, мне кажется, что все еще, или кажется, не кажется, оперирую тем, что я имею на руках, да, работая в честных людях, что людей, которые продолжают действовать, их много. Можно ли действовать так, как мы действовали в 2020 году? Ну, понятно, что нет. Вот, поэтому здесь история, я думаю, про трансформацию формата вот этого активизма. Безусловно, про выезд из страны тоже. Многие выезжают. Ну и этого я бы тоже не боялась. Однозначно, то, сколько белорусов вернется в Беларусь, зависит от того, когда мы победим. Да. Но вернутся точно те, кто начинал, продолжал эту борьбу и там работу с гражданским обществом, либо политикой, вернуться для того, чтобы продолжать это делать. Неважно, на 3 года, на 5, и на 1, на 2 мы выехали. Я верю в то, что в нужный момент мы пополнимся ресурсами и верующими, деятельными белорусами, которые будут строить новую Беларусь. Мы все вернемся, обязательно вернемся. Лен, скажи, пожалуйста, какие чувства и мысли ты испытываешь, когда думаешь о Беларуси? О своем доме. Так, о доме это точно про спокойствие, про любовь, про, наверное, что-то родное, однозначно. Если говорить про Беларусь в целом, что я чувствую, наверное, есть какой-то момент, злости, не злости, в общем, какой-то негативной эмоции, потому что я, белоруска, не могу быть в своей стране. Я много делала для своей родины, для страны, для общества и продолжаю делать. И почему-то кто-то решает, кому быть в Беларуси, кому не быть в Беларуси. Вот, поэтому если говорить про Беларусь, то да, там точно есть вот это, какая-то отрицательная эмоция несогласия, да, борьбы, бунтарства. Я могу сказать, что именно вот эта вот эмоция и дает тебе силы заниматься тем, чем ты занимаешься. Невозможно. Просто иногда люди этого не осознают. Но иногда на такой вот злости и желании справедливости мы и действуем. Может быть, я, тут на самом деле поспорю, то, что это мотивирует или там двигает тебя действовать, да, но я думаю, что сейчас как раз-таки запрос на какую-то созидательную повестку, где мы силам в широком смысле, что мы строим, не против чего мы боремся, а за что мы, да, вечная дискуссия. Не против чего-то, а за что-то. Да. Полностью с тобой согласна в этом. Скажи мне, пожалуйста, такой последний вопрос. Что бы ты могла от себя
сказать тем белорусам, которые остались внутри страны? Верить, действовать. Наша Беларусь будет свободной и такой, какой мы захотим, если мы не будем останавливаться. Спасибо большое, Леночка, что дала нам интервью, что приняла приглашение белорусской кавярни. И я желаю тебе успехов, твоей команде. Работаем дальше. Спасибо, что пригласили, и взаимно. Дорогие белорусы, у нас в гостях была Лена Живоглот, белорусская активистка, лидерка сообщества «Честные люди». Ну а вы не забывайте подписываться на наш канал, оставлять свои комментарии, нажимать колокольчик. Берегите себя и своих близких. Всем пока-пока.